такой легкий перегиб ты делаешь, как будто она действительно у тебя свисает сейчас. Вот так, черточка за черточкой, на белом листке бумаги появляются очертания горянки. Необходимо не просто нарисовать образ, а прочертить тени для более естественного звучания картины. Этим приемом живого рисунка Юсуп Цуров учит своих подопечных на очередном уроке художественного мастерства. Художник, чьи изделия знают все, но не знают имя мастера и как он выглядит. Все его творчество пронизано любовью к родине. Видна она и в этой, только зарождающейся в руках мастера, маленькой скульптуре орла. Когда делаешь большую фигуру, у меня там уже длинная, когда работает, и кистью подчеркиваешь все это. Надо делать именно... Инструмент, наверное. Да, инструмент нужен. Магия Цурова зародилась более 20 лет назад. Молодым юношей он долго думал о выборе идеального образа для воплощения. Однако вдохновение нашел лишь в горах, которые всегда задевают за живое. Будь то рисунок на сплошном холсте или выжженная скульптура, в них отображен отличающийся ото всех ингушский колорит. Создавать такие произведения он учит и своих учеников. Мадина Измайлова ходит на кружок с прошлого года и не пропустила ни одного занятия. Я нормально ничего не умела, рисовала как бы таких черепашек, что-то такое, водопад что-то. А вот постепенно я начала делать оттенки там. Самое интересное, вот это игра с тенями. Когда вот рисуешь рисунок, потом выделяешь это все, там он как настоящий получается. Сначала я вообще ничего не умела, но сейчас уже много чему научилась. Такой же скрупулезностью отличается и Хади Арсанова. Слепить собачку или оленя для нее минутное дело. Для этого ей даже не обязательно смотреть на руки. Они сами доводят пластилин до нужной формы. Когда первый урок прошла, она начала лепить, и руки держит под столом. Я говорю, ну почему так? Как это? Родители не разрешали ей лепить, потому что везде грязно, везде глина, то все, пластилин везде. И вот эта моторика рук, которая выработалась сама по себе у нее, автоматически, вот она делает это, она может не смотреть это делать. Она пальцами ощущает уже вот это, весь этот рисунок, который должен уже быть. Я во многом я удивлялся, этому надо научить, этому надо время потратить на все это. А у человека это получается автоматически. Мастерство в Доме культуры показывают и любители оригами. Руками детей здесь приводятся десятки аргументов в пользу того, что бумага дает простор не только для литературного творчества. Из самого обычного белого листка в кружке создают миниатюрные скульптуры. Истребители, корабли или военные танки. Над созданием последнего сейчас и трудится Мухаммед Али Цуров. Все, что нужно юному мастеру – ножницы и клей. Надо, чтобы все концы и все было по правилам, чтобы ни один кусочек бумаги, вот, например, вот так не лежал, по своим мерам. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех румянее и белее. Импровизировать и на ходу менять сюжет той или иной постановки. В актовом зале Дакара развернулось настоящее театрализованное представление по мотивам пушкинской сказки о мертвой царевне и 7 богатырях. Драм-кружок в Доме культуры открылся летом прошлого года. Его инициатором стали сами воспитанники культурного учреждения. Оттого и стараются больше. Каждый жест или фраза отточены до автоматизма. Не губи меня, девица, а как буду я царица, я пожалую тебя. Им очень нравится на сцену выходить, что-то там показывать, они даже сами придумывают сказки. Ну вот мы просто дали им место, да, вот эту атмосферу, и они творят, и очень даже продуктивно, скажем так. И еще можно было отметить, что там среди этих детей есть дети особенные, поэтому они тоже развиваются и даже проявляются. Вот есть девочка, вот, да, мы можем сказать, что она вот болеет, она на дому обучается, в школу не ходит, но она знает сказки Пушкина наизусть.
от и до сказка, допустим, о рыбаке и рыбке, она ее знает наизусть. Другие дети нет, она знает. Не отстают от ребят и в мастерской вокала. Напевая веселые нотки, в кружке трудятся маленькие артистки, для которых созданы все условия, чтобы занятия становились не дополнительной нагрузкой, а полезным отдыхом. Обучение в классе проходит в неформальной обстановке. После основного досуга детям дается время на общение. Действенный способ преподавания, в процессе которого можно узнать, к чему у того или иного ребенка действительно имеется наклонность. Общие старания и проведенное вместе времени пропадает даром. Каждый понимает, что ему близко, и не ограничивается одним лишь пением. Читаю книжки, рисую. И рисую. Что ты рисуешь? Что ты любишь рисовать? Пони и лошадок там, все там, которые животных. Всего в ДК функционирует 4 класса творческой деятельности, в том числе и литературный кружок. Пока дети здесь только знакомятся с различными произведениями, но в будущем они сами смогут их создавать. В перспективе у руководителей Дома культуры создание поэтической студии. Мне очень хочется перенести все, чем я занималась там, сюда и заниматься с нашими детками этим. Это будет студия, куда могут приходить любые дети, которые любят писать. Публицистика это или литературные жанры, вообще без разницы. Многие говорят стихи, думают, что стихи, поскольку я сама пишу, нет, я говорю, это просто работа со словом будет. Я их научу чувствовать слово, излагать свои мысли на бумаге. У нас будет свободный микрофон, где дети будут читать свои произведения вслух. Будь то рисование, пение или литературная деятельность, в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт есть все возможности для всестороннего развития творческой молодежи. Шаргат Хулхоева, Мербек Миржоев, Новости 24.